Валера тут? Нет, Валеры еще пока нет. У меня какая-то фигня с Ютубом. Я не знаю, что там такое. Качество трансляции плохое. Почему? Тебе повезло, что я без Леры. Ну и ладно. Лера спит, наверное. 9 часов. Завтра она опять опоздун. О, с Ютуба сообщение появилось. Привет. А что там на Ютубе? Как там вообще дела? Короче, на Ютубе качество хреновое какое-то. Походу, да? Зато показалось сообщение. Проверка. В карты со мной не поиграла. Лера же сегодня все пары проспала. О, жесть, да ладно. Такие же прикли. А, это Тринма. Это твой муж, Лера? Ой, это Айта. Забыла, как тебя зовут. Лагает, плохо лагает. Пишет мне в 10. Это все из-за тебя. Я сегодня, знаете, во сколько? В 9:52 проснулась. Я такая, блин. Всем написала. Блин, я проспала. И побежала, короче. У меня битрейт почему-то низкий. Красный какой-то. Плохо лагает. Ужас. А вот качество отличное стало, пишет. Тринма. Я ее не знаю даже, какая жена. Ну просто вы вместе общаетесь. Айта же говорила, что муж ее придет на мою трансляцию. Я думала, это ее муж. А чё у вас синяки красные стали? Не в тему. Пока рано. Да. А что там вообще на Ютубе? Все печально. Какой муж? А кто это? Не твой муж? Ну ладно. Ну, вроде работает. Да. Чё одна я зеленая? Не знаю. Может, потому что модератор. Хотя Захар же тоже тут. Ладно, все, в принципе, работает. Я надеюсь, там мини этот будет работать. Лицо такое. Зависло у меня лицо. Опять метро? Не опять, а снова. У нее даже парня нет у кого. Я оранжевый. А, наверное, то, что вы выбрали свой цвет, а эти-то не выбрали свой цвет, поэтому они, видишь, какие. Свой цвет могут выбрать только VIP-пользователи, да? И модеры. Опять завелась. Зачем ей парень? Кому? Вы про кого? Лена моя жена. Да. Да.
Мои мужья висят. Сзади висят, и вот здесь еще висят. Двое не поместились на стену. Вот. Лежат здесь. Лена моя жена. Ой, чья я жена-то? Запускай игру скорее. Ну все, давайте тогда играть. На мой телеграм подписались быстро, чтобы там было 30. И давайте добьем уже на ютубе 370. А то там 369. Не хочу я твой вонючий Симс. Ладно, шучу. Нет, сегодня у нас будет не Симс. У нас сегодня будет Жапимс. Хорошо, этого моя девушка не видит. Мы подъезжаем к цели нашего Я долгого сейчас путешествия. Правительственному бункеру 360, Ямантау. вот твар. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Все Мельника на отписываемся. меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Вот вы Он твары. очень волнуется перед обещанной встречей Почему с такие министром твары? обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну Короче, с там колен? с самого начала. Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. Чашки В водка. метро. Угу. По себе не суди, Айта. Я, кстати, тут с самого начала. Артём, в темпе! Подожди! Сейчас. Зачем тебе попу скидывать? Чтоб ты ее нюхала? Отправь попу фото. Так. Типа все знаю уже. Тварь! Сука. Ну все, сейчас с самого начала все собираться. Главное не тупиться, как в прошлый раз я тупил очень сильно. Чего? Лена, скинь попу, я тысячу заплачу. Ее попа стоит меньше. А чё это вы так подумали, что моя попа стоит меньше? Ух ты, сука. Давай, давай, давай. Покажись.
Мгм. Мы же аниме должны были смотреть. Ну, ты же сказала, в СО уже поздно. А в СО я уже стримлю. Потом только после стрима. Ты оглох? Ну... Ну и ладно. Я не могу не предупреждать. Это Айта спит. В такой позе каждый день. Так. А потом говорит, почему у меня спина болит. Так, ладно, все. Артем, не нашел? Скорее, каждая секунда на счету. А я знаю. Я знаю, сейчас опять у меня тут все затупится. Я лучше сохранюсь, блин, от греха подальше. Я не хочу в баню. Я хочу в сауну. Это... А, я думала, это сквозь текстуры кто-то провалился. Где малыш? Где-то лежит. А, он идет, походу. Услышал, что он кому-то... А, он уходит наоборот. Зачем тебе мой сын? Где пищит? А? А где еще пищит? Что-то не поняла. Блин, я уже боюсь эту игру. Что-то я тут не вижу. Ладно, наверное, с той стороны, скорее всего. Он какает у Лены в комнате. Да. Это правда. Малыш Попик, а мышь я про своего буду так же. Зачем тебе? Зачем тебе его украсть? У тебя Милка есть. Так, сохраняемся на всякий случай. От греха подальше. Так, и делаем, знаете, что делаем?
говно. Так, все. Это называется скоростное прохождение. Ой, что у меня тут телефон. Я надеюсь, Twitch скоро обновится, и вот эта вот фигня в чате, которая вылезла, она исчезнет потом. Мясо! Много мяса! Вот вам малыш. Сидит, смотрит. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Мясо. Это Айта кричит. Айта спит, Айта кричит. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Хо-хо-хо. Эхе-хе-хе. Где он? Лег? Справа от меня. Сегодня танца нет, не будет. Если ты 1000 задонатишь, тогда будет. Фу. Ужас. Внимание всем! Командный центр наш! При потере связи точка сбора здесь! Идет! Разберись с управлением дверями и лифтами! Заблокируй все везде проходы! Пусть эти твари победы! Есть! Короче, это пищит, знаете что? 999. Ну, скинь. Да ладно, я шучу. Я и за бесплатно не станцую. Я станцую только, если у меня будет для этого настроение. Что было? Не было ничего. Там что-то есть. Мясо. Там мясо. На тебе мясо! Получай!
Наверху! Вон он! Убили! Убили! Где-то тут было этот. Нет. Где он пищит? Блять. Взять их! Сэм, что у тебя? Полный этаж этих фриков? Анну не нашел. Ясно. Продолжаем поиски. Где, блин, еще-то? А, во. То пищит, пищит, заколебало. Анархия. Анархия, анархия. Сука. Прицеливаюсь на близком расстоянии. Долго буду, не знаю. Не, навряд ли долго. Хотя, может быть, и долго, потому что завтра я с часу работаю. Вчера была ошибкой останавливаться так долго. Ой, оставаться. Ну, вчера было потому, что очень интересно. Поэтому мы в этот играли. Блять, не вижу ни хрена, сука. Из этих фонариков ебучих. Пешком с ДСК идет? Кто? Лера? Лера МБ машину замораживает на зиму. Ясно. Чок. Блять. А чё, где твой муж? Придет? Твари. Маленький презент от меня. Спасибо, Захар, за 110 рублей. Напугал. Спасибо. Спасибо большое. Скоро полоску сделаем. Полоску на покушать. Так, сохраняемся.
Извиняюсь. На 1000, кстати, там очень веселый трек. Не такой страшный. Так, все вроде бы. Инфаркт жопы. Да. Инсульт. Что такое? Я уже не помню, что тут было. А, блядь. Сейчас, подождите. Так, здесь надо не сдохнуть, потому что вот именно вот в этом месте мы и сдохли. Мешает, потому что. Так. А я без Леры и Валеры, да? Ну, походу, наверное, опять с девушкой в ресторане, как в прошлый раз. Это что такое? Что это за оружие какое-то говняное? Говняное, но бьет сильно. Фу, блин. Вот в прошлый раз, помните, я вот на этом моменте я умерла. И умерла я, знаете как? Я умерла, просто кинув, короче, молотов на себя. Так вот я и умерла. Так, все вроде, да? Угу.
сука. Твари. Фу. Месяц уже сидим как крысы в норе, а толку? Даже не знаем, осталось ли хоть кто-то еще в живых. Все антенны снесло, радиация такая, что о ремонте и думать нечего. Хотя, будь они в порядке, кому мы нужны? Начальство-то так и не приехало. Похоже, правильно строители говорят, надо обустраиваться здесь надолго. Что-то они совсем со своим советом совсем уже. Ладно бы строители такое выдумали, а военным чего в эти игры играть? Чтобы не комендант своим приказом пайки урезал, а правительство постановило, а с него и взятки гладкие. Почему ты мне ни разу не объяснила, что это за игра? Потому что мне было некогда, наверное, объяснять, что за игра. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что это за игра. Вкратце. Ой, сейчас подождите-ка. Я просто сижу и смотрю на тебя. Ну, большинство, наверное, так и делают, что только смотрят на стримера в основном. Так. Ну, с пустыми складами все равно, как не садитесь. Доктор прав, мы радисты, попали сюда не напрасно. Мы спасем не только своих товарищей, но и тысячи выживших снаружи. Надо только наладить связь, сообщить начальству, что мы живы. Они обеспечат поставку продовольствия, и тогда проект «Ковчег» сможет дать всем желающим надежное убежище от радиации. А что может сейчас быть важнее? Понятно? Так, тут я была. Тут ничего интересного. Короче, чтобы понять эту игру, надо посмотреть с самой первой части. Сюжет. С чего все это началось? А вкратце объяснить я почему-то не могу сейчас. Ну... Блять, это чё? А, господи, я думала, в меня кто-то стреляет. Артём, я знала. Сзади! А-я! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так, А ну, все, не дергайся. только не убивайте! Отпусти его. Помните, я говорил, был такой эксперимент? Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Пойдем, сейчас, подожди. Сначала мне надо все осмотреть. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артем. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Давай ты вперед иди. Лена такие же звуки издает, когда с ней разговариваем. Какие? Что-то там еще в Это Телеграме называется, пишет. приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти, этот полоумный сфан. Так, дневник офицера. Сделать ничего нельзя, им осталось дней 5. Док обещает хотя бы боль им снять.
Кто же знал, что они полезут антенну восстанавливать? Эх, ребята, хоть бы посоветовались, хоть бы костюмы взяли. Все работает. Передал первое сообщение. Успел. Ребята еще живы. Алёша даже улыбался, когда я рассказал. Теперь хоть буду знать, что не зря погибли. Радио заработало, и меня тут же отстранили. Ничего не сообщают. Секретная информация. Охрану поставили. Боятся. Ну и с довольствия меня сняли. Мавр сделал свое дело. Кошмар, как же остальные жили все это время? Всего 2 недели, а мысли только о еде, а они на этом пайке месяцами. Еще 2 недели, ноги отекли сильно. Строители говорят, много пью. Шевелиться нет сил, даже карандашом водить трудно. Апатия, хорошо хоть голод как-то притупился. Приехали, они нас услышали и приехали. Да, это беженцы, но они приехали. Скоро будут поставки, еще не поздно, теперь все наладится. Пока они, понятно, в карантине, но скоро мы сможем их расспросить обо всем. Говорят, карантин затянется, какая-то у них зараза обнаружилась. Но беженцы привезли продукты, нам выдали бульон, в нашем состоянии ничего тяжелее и нельзя, как прилив сил. Какой прилив сил? Тепло по всему телу, а вкус незабываемо. Ничего не понимаю. Вторая группа беженцев опять с продуктами, но никаких круп, одно мясо, и тоже сразу в карантин. А ведь прошлые там уже больше месяца, и ведь нам ничего не говорят. Что со страной? Где, наконец, правительство? Надо поговорить с доком по душам. Он по старой дружбе не откажет. Угу. Все же эти стали. Каннибалы, блин, резко. О, деменции уже забыл. Ладно, сейвов нет, но с другой стороны я подольше поиграю, ибо все сайд-квесты пропустила. Блин, печально, конечно. Фанатиками своими. Так, ладно. Сохранюсь на всякий случай. Буду все время сохраняться. Так, чё? Нажать надо? Но нет. Оказывается, есть куда расти. Ну давай, Чуть пока. не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Заходы. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... О! Чё у него там? Слава богу, я бы себе не простил. Я в порядке. Кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти 20 лет людей жрали? Ты понимаешь? Капец, 20 лет. Простите, я, как лейтеха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь купил. Еще честь им отдавал. Ковчег, блядь, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работали. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. И еще в Новосибирске такой же отмечен. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаю и все. Все готово. Беги, беги. Зря ты так, Аня. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить вечно? В том-то и дело, что нет.
Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Ну, это понятно. Поехали. Я вспомнила, вчера же Left 4 Dead мы поиграли. Блядь. Короче, я вот эту карту, которую мы прошли, я ее прошла. Я вот следующую, которая карта, вот я ее вроде как не прошла. Блять. Что такое? Катсцена? Вау. Все на борт! Ужас. Их так много, охренеть просто. А чё они друг друга не жрут? Я ленту добить хотел, чтобы назад не брать. Дешевая. Патроны закончились. С этим местом, похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. Наконец-то мы over. И я, кретин, И что будем делать поверил дальше? этим Ганзы, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага Вот именно, чё их так много, поверил. как будто там наплодились, блин, Сука! как многоклеточные эти размножились. Так, и чё? Чё делать? Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. Если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Чё она так Но, кашляет, во-первых, блин? теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Три месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры.
Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем наконец спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Печаль. Ой, да. Ничего. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Я думала, ей нравится. Артём, машина! Баба. Блять. Дорогу. Барону надо доложить. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Как же тяжело быть девушкой, Они в блядь. поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с Ни хрена у бойцами, него Дамир? банки. Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка свода с форсунками, под жидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии. Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляр от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. Ладно. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Ну, пошли, значит, посмотрим, чего там с теми форсунками. Небось, чистить все надо. Идем.
Угля нет, говорит. Вот же, валяется прям. А чё верстак где? Ой. Мне бы верстак. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо Ща, будет погоди. прибраться. Поворачивается так. Как эти приколы, мемы, NPC. А солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваше благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошел. Что-то Алёша разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Мы тут все перегретые. Я его сменю, когда Степана отнесем. Ладно, прорвемся. Я на пост. Артем, мы тут сами управимся. Хорошо. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Чё это? Высверлил пару шариков для тихаря. Тихарь и можно зарядить начинил зажигательным взрывчаткой. патроном для этого. Разрывные откройте инвентарь пули, оружия. короче. А, Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. а где верстак? Тут, да? А, вот он точно. Угу. Хорошо. Что такое гатлинг? Кустарный. А, пулемет. Все, понятно. А, я не установила же там. Или установила. Не поняла, где... А, все, поняла. Он здесь, да? Ага. Это что за оружие? Типа этот бесшумное, да? Так. Что еще надо? Так, компас. Все, короче. Блять. Скример. Так, что у нас? Что за... Инфа красная. Типа в темноте, что ли? Или что, непонятно. Ладно. А, карту.
Карта. Так, нам надо на... Туда. Туда нам надо. Понятно. И сколько здесь таких, интересно, будет карт? Артем, мы тут сами управимся. Ну, я... Мне что, посмотреть нельзя, что ли? Все, выгоняет меня. Тебе же вроде в другую сторону, Артем. Здесь все тихо. Тут я не пойму чего-то. Тут туда дует, сюда ничего. Ты там это, запиши на всяк. Есть, проверим. Ну вот, я же говорил, чистить надо. Само собой, столько не пользовались. Запишем. Вот еще. Спасибо, Захар. Напугал. 180 рублей, спасибо большое. Блин, вот этот мими пати надо убрать, а то оно загораживает донат Леона. Спасибо большое. Ладно. Что, тогда поверху пойдем, да? Как тот мужик шел куда-то. Я надеюсь, он не сдохнет. А, вон стоит. Здание с антенной, видишь? Вроде туда машина пошла. Ты там осторожней только. А то кто его знает, чего от местных ждать. Хорошо. А тут будут эти монстры всякие? Вон, перекати поле. Это что такое? Блин, у меня все зависло. А вот. Welcome бонус 5 мемкоинов. А, кто-то Чего? Кто-то мемкоины получил. Что это было? А можно побольше всяких этих мемов? А давайте туда сбегаем. Сколько сейчас? 12:28. Опа. Что у нас тут? Здравствуйте.
Блин, я теперь, знаете, что хочу? Я хочу перепройти. Я хочу, чтобы князь не умер. Мне что-то жалко так теперь его стало. Что это за... Горгульи какие-то. Вот как отправляют эти мемы, интересно, да? Я даже сама не знаю, вот честно. Я как-то не смотрела. Ой. Артём, тут, похоже, буря собирается. Небо черное. Да? Ну ладно. Блин, опять какой-то. Где небо черное? Нет? Нормально. О! Опять салют на улице. Не в тему вообще. Это что такое? Упс. Я не это хотела. Ой. Ну ладно, и так хорошо. Взорвались. Жесть. Вы видели, да? Так, ладно. О, моя тень. А чё, если эта буря придет? Все, да, мне кранты. О, блядь! Сука.
чё за хрень песчаная? Говорила, блин, она, не будет монстров. Ой, будут ли тут монстры? Так, а где тут? А. Слышала выстрелы. Ой, что-то пипец, слушайте. Ничего себе, Артём. У тебя что? Длинная рука? Ну что, ты это сломать не можешь, что ли? Блин, и как туда попасть? Алло. Не может, блин, окно деревянное, блин, пробить. Вот правду говорю. А, это музыка такая. Я думала, кто-то стреляет. Ой, это что было?
А что такое красное было? База! Это Саул! Спасибо. База! Ответьте! Поезд, говорю, приехал! Как слышите? Ой, блин, и что мне делать? Так, ну походу туда надо идти, да? Давайте я туда пойду. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, база! О, тварь. Блять, сука. Да уж, не говори, погодка. Всегда мечтала о такой погоде. Что пищит. Ой, блядь, куда я иду? Мне типа наверх надо? Ой.
А чё, а как? А, во. А, нет. Я думала, это лестница. О, жесть. Так, я не понимаю, как наверх залезть. Ой. Теперь поняла, как залезть. Ку-ку. О! Блять. Тварь. А. А, понятно. Зря вы к нам сюда приехали. Я сдаю! Артём, связь! Чё? Не вижу тебя! Ща. Уа!
Ну ты, блядь, будешь драться, нет? Гнида. Чё, больше ничего нету? Ладно, вроде ничего больше нет. Вот ты где, Артем? Вижу тебя. Думал, уже откапывать придется. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй О, туда. ай, Артем. Маяк огромный. Как там дела в пустыне? Хорошо? А у нас тут так себе, жарко. Раз, два, три, четыре, пять. Дядя Артем, а тут такое было. Я в комнату зашла, а там скелеты страшные. Раз, два, три, четыре, пять. Выпал сам наш побег. Артем, слышал, у тебя машина появилась. Это хорошо. А то на своих двоих по этой пустыне не набегаешься. А я тут, видишь, красавицу свою обихаживаю, чтобы, если что, сразу с места в карьер. А, машину можно было взять, что ли? Блять. Мне нужен верстак. Привет, Артем. Солнышко такое припекает сегодня, а? Я побежала. Хорошо слышу, хорошо. Почему на связь не выходишь? Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично, все-таки нет. Сначала Священному пламени наверняка не понравится. вступать. Действовать максимально осторожно. Повторяю, задача просто наблюдение, ясно? Доклад каждые полчаса. Конец связи. Так, ладно. Всё тут. Мам, а пить совсем нечего. Совсем, Настюша, совсем. Ты бы раньше сказала. Я уже дяде Степе свою воду отдала. Мама, а ему совсем плохо. Да, он ведь, оказывается, вчера вообще не пил.
Вылил фляжку в общий бачок. Дядя ТТшник видел, но не сказал никому. А потом пошел на пост, а там ведь солнце. И ему голову напекло. Да, Настя, напекло. Но он ведь поправится. Ну, конечно, поправится, не волнуйся. Тогда ему половину нормы завтра отдам, чтобы поправлялся скорее. Ты мое солнышко. О, здорово, братка. Ну как, нашел уже бункер этот? Нет. Неужели зря сюда приехали-то? Хотя оно и понятно, что не вдруг найдешь. Вон, место сколько, он поди обыщи все. А я Он тут, там видишь, режет. кошеварить взялся. Жара жарой, а обед он на часов. Спасибо. Правильно, по расписанию должен быть. Такие дела, братка. No, sir. I am on duty today. Вау, ха-ха. Зря английский бурил, мэн. Кроме меня не на ком практиковаться. Зубрил, Сэм. Ну и почему не на ком? На кочевниках местных отработаю. Или еще лучше на кочевницах. Они, может, туристов любят? Точно перегрелся. Это я-то? Ха! Я тут ночью по-малому встал, пошел мимо купе старика, а он там бубнит. 3 часа ночи, а он сам с собой разговаривает. Так что я, считай, прохладен, как весенний бриз. А что говорит? Что? Что он старый болван, и что поперся к черту на кулички, и что надо было просто надавать Аньке по рогам еще в Москве, и вон Артему заодно, и сидели бы все спокойненько в метро. Зачем в метро сидеть, когда мир вон какой целый? Мы еще и до Америки моей теперь доедем, maybe. Как насчет пич эту идею полковнику, раз войны нет? Ну, тебе, Сэм, в Америке есть чего делать. А старик наш, он только в метро полковник на самом деле. Там он командиром ордена был, уважаемым человеком. А в Америке кем ему командовать? Это да. Но ты упади все же где-то на 20. Я волнуюсь. Ну, разберемся тут и прилягу. Хорошо. Блин, у меня машина, оказывается, есть. А я так убежала мощно. Оказывается, можно было на машине уехать. Ой, блин. Сейчас теперь еще к машине бежать. А где нам спать-то, кстати? А? Или можно там в поезде поспать? Ничего себе, прям сидит. Эй. А как? А как мне залезть?
М? Чего? А как залезть в машину? Только не говорите, что скрипт не сработал, я теперь машину не могу взять. Из-за моей тупизны. Не поняла. И что, теперь заново опять проходить? Чтобы лишь бы машину взять? Ой, господи, блядь. Что делать-то? Может, не эту машину, а другую надо? Ну вот, что-то показывает, вот машина, типа. Блять, какая кривая игра, я ебала просто. Три месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Может, вообще из игры выйти, а?
О, боже мой, скрипт, работай. Может, она ночью не ездит? Блять, ну серьезно? А где ключ? То, что он подобрал. Может, бензин надо? Блядь, господи, как это все криво работает. А. Как сесть в машину, метро, исход, прикиньте, есть целое видео. Походу заново придется проходить. Мы пропустили скрипт. Ну я. Почему мы? Меня эта игра просто уже доконает. Спасибо, спасибо. Че, я чихнула опять, что ли? Да, придется заново проходить, потому что здесь скрипт не сработал. Я убежала, надо было сюда в машину сесть. Классно, да? Так, это что такое? А сейчас сколько времени? Чё, в Left 4 Dead, может? Ой. Угу. Да уж.
Ну откуда я же, блядь, знала, что надо, блин, машину эту использовать? Пиздец, я в ахере просто. Классно, да? Играем. Ой, господи. Продавать свою жопу. Ладно, давайте на следующий раз. Когда-нибудь. Я уже устала для этой игры. Я уже не могу, она такая кривая. Либо это я такая кривая, я не знаю. Бесит вот игры, которые на скриптах работают. Ладно, спасибо. Спасибо тем, кто смотрел. Спасибо тем, кто посмотрит. Все. ББ. На Твиче, наверное, буду